Здравствуйте, ребята, Салмат Норма Power. Урок номер 76. Тема урока «Как стать сильным». Расскажите словечко. Почему в письменной речи мы используем предложения с различными знаками препинания? Не пойму, ребята, кто вы? Птицеловы, рыболовы. Что за невод во дворе? Не мешал бы ты игре. Ты бы лучше отошел, мы играем в волейбол. В письменной речи мы используем предложения с различными знаками препинания, потому что знаки препинания помогают правильно передать смысл высказывания. С помощью знаков можно обозначать различные чувства, радость, удивление, вопросы. Упражнение номер 468. Читаем и пишем. Определите, какие предложения А. сообщают о чем-либо, Б. содержат вопрос, В. выражают совет, просьбу. Первое предложение. Ты читал рассказы Виктора Голявкина о жизни ребят? Второе предложение. Мне понравился рассказ Виктора Голявкина «В любом деле нужно уметь работать». Третье предложение. Прочитайте обязательно рассказ Виктора Голявкина «Команда». Четвертое предложение. Расскажите нам, пожалуйста, о писателе Викторе Владимировиче Голявкине. Пятое. У меня есть книга «Разрешите пройти» Виктора Голявкина. Шестое предложение. Дай, пожалуйста, прочитать эту книгу. Слова-предложения связаны между собой по смыслу и грамматически, а также с помощью интонации. В письменной речи конец предложения обозначается точкой, вопросительным или восклицательным знаком, а устным понижением голоса. С помощью интонации предложение может выделяться важное по смыслу слова. Выделение голосом какого-либо слова с точки зрения говорящего называется логическим ударением. Упражнение 469. Прочитайте начало предложений, каким будет каждое из них, повествовательным, вопросительным или побудительным. Закончите предложение и запишите их. Какие знаки препинания вы употребили? Почему? Что задавали по русскому языку? Первое предложение. Второе предложение. Закрой, пожалуйста, дверь. Третье предложение. Однажды мы решили сходить в парк. Четвертое предложение. Когда мы будем отдыхать? Пятое предложение. А где моя сумка? Шестое предложение. Сегодня мы пойдем в гости. Седьмое предложение. Передайте привет бабушке. Енді бізде бұл жерден сұрап тұр, иә. Бірінші сөйлем бізде бірінші вопросительный сөйлемдер қайсы бізде? Бірінші, иә, что задавали по русскому языку. Бұл бізде сұраулы сөйлем болып тұр. Содан кейін төртінші сөйлем бізде когда мы будем отдыхать, тоже сұраулы сөйлем болып тұр. Содан кейін бесінші сөйлем, а где моя сумка? Бұл да сұраулы сөйлем болып тұр. Ал бізде повествовательное предложение. Қандай сұрау? Хабарлы сөйлем бізде бұл үшінші. Яғни однажды мы решили сходить в парк. Содан кейін алтыншы сөйлем. Сегодня мы пойдем в гости. Ал бізде бұл жерде ең соңғы сөйлем. Қайсы сөйлем еді балалар? Әрине. Побудительное предложение. Яғни бұйрықты сөйлем. Ол бізде қайсы сөйлемдер? Екінші, яғни закрой, пожалуйста, дверь. Есікті жаба салшы, бұл бұйырып сөйлемдер, иә? Бірдеуге. Жетінші сөйлем. Передайте привет бабушке. Тоже бұйрықты сөйлем болып тұр. Упражнение номер 470. 470 тапсырма. Прочитайте вслух загадку. О каком виде спорта идет речь? Повышается или понижается тон голоса в конце каждого предложения? Что в устной речи сигнализирует о конце предложения? Знаю я секрет один.
есть волшебный витамин. Не едят его, не пьют, а ногами сильно бьют. Тот, кто хочет быть, будет с ним всегда дружить. Тот, кто смелым хочет стать, выходи со мной играть. Яғни біздің бұның несі жауабы қайсы екен? Футбол, иә. Тон голоса понижается, понижение голоса, пауза сигнализирует о конце предложения. Упражнение номер 471. 471 тапсырма. Рассмотрите таблицу. Скажите, с какой целью мы употребляем в речи повествовательное, вопросительное и побудительное предложения. Приведите примеры таких предложений. Упражнение номер 471. 471 тапсырма. Повествовательное предложение. Яғни мы, друзья, сходили в цирк. Друзьями сходили в цирк. Вопросительное предложение. Куда вы ходили? Побудительное предложение. Яғни вы тоже прочитайте эту книгу. Яғни бізде вопросительное предложение қандай? Сұраулы сөйлем. Побудительное предложение бізде қандай сөйлем еді? Бұйрықты сөйлем. Ал повествовательное предложение бізде қандай? Хабарлы сөйлем. Теперь виды предложения по цели высказывания. Яғни өзінің мақсатына қарай бізде сөйлемдер қандай болады екен? Повествовательное, вопросительное и побудительное. Упражнение номер 472. 472 тапсырма. Произнесите данные предложения сначала как повествовательное, затем как вопросительное, выделяя голосом указанные слова, на которые падает логическое ударение. Первое предложение. Завтра Ади пойдет на тренировку. Завтра Ади пойдет на тренировку. Второе предложение. Приходи сегодня на соревнование. Приходи сегодня на соревнование. Ансар забил гол. Ансар забил гол. Упражнение номер 473. 473 тапсырма. Спишите текст, определяя по смыслу границу предложений, обозначая их с помощью знаков препинания. Охарактеризуйте каждое предложение по цели высказывания. Выразительно прочитайте текст и понаблюдайте за тем, как произносятся различные по цели высказывания предложения. Одинаково или по-разному. Как мы ходим. При ходьбе одни ребята сильно наклоняют туловище вперед и опускают голову, другие при ходьбе раскачивают туловище. А вы знаете ли вы, что неправильная походка вызывает болезни позвоночника? Опытные любители ходьбы при ходьбе ставят ногу на всю ступню, расправляют плечи, голову не опускают, а ты следишь за своей походкой. Упражнение номер 473. При ходьбе одни ребята сильно наклоняют туловище вперед и опускают голову. Другие при ходьбе раскачивают туловище. А знаете ли вы, что неправильная походка вызывает болезни позвоночника? Опытные любители ходьбы при ходьбе ставят ногу на всю ступню, расправляют плечи, голову не опускают. А ты следишь за своей походкой. Повествовательное первое, второе, четвертое предложение, а вопросительное предложение третье предложение и пятое. Упражнение номер 474. 474 сабақ. Тапсырма. Слушаем и пишем. Послушайте историю одного спортсмена. Сразу ли он стал сильным? Однажды я получил письмо. Хочу стать сильным, писал ученик 6 класса Коля. И поэтому каждый день выжимаю гирю. Не знаю почему, но сильнее не становлюсь. Может быть, взять гирю потяжелее? Я прошел письмо и вспомнил один случай. В небольшом шахтерском городе жил мальчик. Однажды там проводился конкурс силачей. Мальчик восхищался силой. Шахтеры, которые поднимали очень тяжелые гири, мальчик решил тоже поднимать гири. Узнал об этом учитель физкультуры и принес ему книгу, Горького, в которой было написано: иногда мальчики поднимают слишком большие тяжести,
Это очень вредно для мускулов и костей. Я тоже делал все это и только случайно не остался больным на всю жизнь. Учитель сказал, а силачи твои не с гири, а с утренней зарядки начинали. Мальчик начал делать зарядку, бегать, прыгать, плавать. Сразу ли он стал сильным? Нет, мальчик трудился, тренировался, вырос и стал рекордсменом мира по поднятию тяжести. Этим мальчиком был я. Работа в группах. Первая работа. Вы пишите первое предложение из первого абзаца. Определите его вид по цели высказывания. Однажды я получила письмо повествовательное. Найдите вопросительное предложение в первом абзаце. А силачи твой с гири, а с утренней зарядки начинали. Повествовательное предложение. О чем сообщается в четвертом абзаце предложения первого абзаца? Может быть, взять гиру потяжелее? Какой вид предложения по цели высказывания вы используете? Упражнение. Укажите верные или неверные ответы. Первое предложение. Предложение, в которых сообщается о чем-либо, называется повествовательным. Верно или неверно? Верно. Второе предложение. Предложения, в которых содержится вопрос, называются вопросительными. Верно. Третье. Сразу ли он стал сильным? Это восклицательное предложение. Неверно. Предложения, в которых выражается побуждение, совет, просьба, приказ, пожелание, называются побудительным. Верно. Давайте заниматься спортом. Это повествовательное предложение. Неверно. Упражнение номер 475. Точечек с песни «Штаб Сарма». Составьте синквейн к слову «зарядка». Зарядка. Какая? Утренняя, полезная. Что делаем? Выполняем, делаем, двигаемся. Я каждое утро делаю зарядку. Составьте тематическую группу слов «Одни виды спорта». Составьте кластер на тему тренировка.